Ну, вообще, в фильмах, конечно, как бы все более утрировано, да? Потому что в одну серию они включают там весь ход практически расследования, который может занимать там месяцами, годами иногда. Больше всего, ну, лично меня вот как бы возмущает, да? Много женщин там, как бы, да, вот именно в оперативной службе. И еще они рулят, командуют там. В жизни такого, естественно, нет. Уголовный розыск больше как-то для мужчин. Без женщин тоже никак, конечно. Вот. Во-первых, климат в коллективе там более такой подтягивающий, скажем, по аналитике они более усидчивые. А тут вот сейчас, что не фильм, то почему-то женщина рулит, меня вот это вот коробит. Значит, ну, классика фильмов, я считаю, наше это место встречи изменить нельзя. Но по большому счету нет. Принципы работы, они все равно остались, как бы, остаются те же самые. Работа с людьми, получение, добыча информации. Улица разбитых фонарей. Вот именно первые серии. Как-то сама по себе обстановка вот, ну, ближе была к истине. Но потом уже это все превратилось, там, я не знаю, комедийный какой-то такой жанр. Ну, хотя юмора хватает, вот. Каждый опер, в принципе, в душе он артистом должен быть, да? Перевоплощаться где-то там с людьми. Вот работаешь, люди все разные, где-то подходы найти, там основная задача. Потом много проблем и постперестроечные, конечно, больше пошли межведомственные вот эти вот конфликты. Вот ментовские войны, скажем, тоже близко к реальности, как бы, которые, ну, не сплошь и рядом это существует, просто там все тоже утрировано, так вот собрано в одном месте. Стрельбы в жизни мало, если идет там задержание, поимка, со стрельбой это плохо разработанный план. Вообще это отрицательный момент. Очень много в жизни бумажной работы. Такого, что вот как в кино они там взяли пистолет и побежали там где-то, ну редко, наверное, где-то может быть есть такое, но в жизни оно совсем не так. Ну вообще процессуально мы все подчиняемся следователю, потом все действия должны как бы согласовываться со следователем, он старший вообще, как бы, да, но в жизни оно маленько по-другому, потому что неформальным лидером все равно является сотрудник уголовного розыска. Есть, да, это все присутствует с доказательственной базой, конечно, дела. Вот есть, конечно, мы про себя считаем, есть потенциально раскрываемые дела, есть потенциально нераскрываемые дела. Вот хоть ты тресни, но тем не менее все равно вот ребята раскрывают сейчас и 10-летней давности, и 15 лет там проходит. Скажем, и среди оперов вот именно такие вот интеллектуалы были, они и сейчас, я уверен, есть. Там больше-то в Шерлоке Холмсе логическое мышление, вот именно сопоставление всех фактов, там, да, обстоятельств. Я не знаю, у нас все равно вот контингент. Мы дети еще перестройки этой всей, вот 80-е, 90-е годы действительно лихие были, да. Там совершенно климат, обстановка, все другое было. Нет, я считаю, что вряд ли, потому что совершается оно живыми людьми. Если роботы будут совершать, там, конечно, роботы и должны там воевать с ними, да. Такого отрицательного отношения к таким фильмам нет, потому что, скажем, это обратная сторона медали, которую мы тоже должны знать. Оппонентов надо знать все равно изнутри тоже, чем они думают, чем дышат. Здесь просто вот все надо брать себе на пользу, да? Может, этим и отличается, скажем, представители вот силовых
структур должны, вернее, отличаться, что знать все аспекты, вот все стороны жизни, хорошие, плохие, там, тогда и общаться легче с человеком. И это не то, что понять просто надо, чтобы прийти к одному знаменателю, скажем, да, убедить. Бывает, очень много показывают, там, стреляют, бьют туда-сюда. Ну, это 90-е бывало по-всякому, конечно, потому что противостояние было настолько мощное, да, вал преступлений шел, там, корыстных очень много стало, заказные пошли там туда-сюда. А так, такого прямо вот отрицательного отношения вот именно про бандитскую сферу нет.